Мир цвета глаз женщины. Вот уже 10 лет под таким названием в Чувашии проходят пленэры, участницы которых исключительно представительницы прекрасного пола. Художницы представили творческий отчет о своей работе. Юбилейная выставка картин открылась в Чувашском художественном музее. Сегодня они снова вместе, как и на живописных сессиях, когда всех объединяет дух творчества. У каждой свое видение мира, тонко чувствующая душа и общий взгляд на роль женщины в обществе и истории. Впервые они вместе отправились в деревню Ленина Ядринского района в 2010 году. Идейная вдохновительница творческого объединения Светлана Кокель и 5 ее единомышленниц рисовали портреты местных жителей и потрясающие по красоте пейзажи окрестностей. Художница Лариса Кострова в этом движении с самого основания. Говорит, тогда не знали, во что выльется эта затея, но было очень интересно. Единое мышление какое-то в этот момент, потому что, во-первых, мы все собираемся, мы днем, например, утром пишем с утра, да, и вечером, а потом собираемся, все это обсуждаем, да, все это делимся впечатлениями, там, на следующий день идем, меняемся местами, то есть все это очень интересно получается. С тех пор дружный женский коллектив побывал в нескольких районах Чувашии. Прошелся по местам Пушкина в Болдино, съездил на родину Ивана Яковлева, в село Кошкино-Ватимбаево, отметился в Гатчине и в Турции. И где бы ни были пленэристки, они всегда находят милую сердцу образы, пищу для вдохновения. В этом и есть смысл женской природы. Это не только личная радость, что ты общаешься с природой, что ты пишешь эту красоту, но то, что ты отдаешь эту красоту людям, и это нравится. Большинство участниц пленэра – профессиональные художницы, но есть и те, кто любит просто рисовать и путешествовать. Женское разнообразие для меня, как для журналиста, как для фотографа, это было просто настоящее открытие. И вот выставка называется, вообще пленэр называется «Мир цвета глаз женщин». Они все такие разные. И так интересно получилось, что есть преподаватели и есть их ученики. И теперь уже ученики этих учеников. Вот такая преемственность. Картины, написанные женщинами, профессиональный художник определит сразу же. Им присущ особый взгляд, мощная положительная энергетика. Они излучают свет, в них много красок и позитива. Одним словом, радость, сотворенная руками женщин. Женский пленэр, утверждают специалисты, родился именно на чувашской земле. В России подобного формата нет. И в этом уникальность творческих сессий. Женский пленэр продолжает развиваться, он даже крепнет, он прирастает другими участниками, так что это очень такой фактор положительный. Я думаю, что у этого явления, чисто чувашского явления, поскольку в Чебоксарах это все происходит в Чувашии, женский пленэр имеет, на мой взгляд, великое будущее. Каждый год участницы с нетерпением ждут новой встречи, которая вновь подарит вдохновение, свободу самовыражения, дружескую поддержку и живое общение. Скоро лето, а значит и новый пленэр. Лидия Галактионова, Виктор Степанов, Вести Чувашия.